Вильгельм Гауф, карлик Нос. В одном городе жил сапожник Фридрих с женой Ханной. Фридрих латал ботинки, а Ханна выращивала овощи на огороде. Сын Якоб помогал матери продавать их на рынке. Однажды к ним подошла бедно одетая старушка с маленькими красными глазками, острым личиком и очень длинным носом. «Вы хотите что-то купить?» – спросила Ханна. «Увидим, есть ли у тебя то, что мне нужно», – пробормотала старуха и, нагнувшись, стала шарить в корзине. Переворошив всю зелень, старуха недовольно проворчала: «Плохой товар, плохая зелень». Эти слова рассердили маленького Якоба, и он закричал: «Бессовестная старуха, ты перенюхала своим длинным носом всю нашу зелень, перемяла корешки и еще ругаешь наш товар!» «Тебе не нравится мой прекрасный нос? У тебя такой же будет до самого подбородка». «И не тряси так противно головой, того и гляди, она упадет в нашу корзину!» «У меня слишком тонкая шея, а у тебя ее совсем не будет». «Что вы такое говорите? Если хотите что-то купить, так покупайте». «Я возьму эти кочаны капусты. Пусть твой сын поможет мне донести их, а я награжу его». Якоб неохотно пошел вместе со старухой. Прошел почти час, прежде чем они добрались до полуразвалившегося домика. Войдя в дом, Якоб застыл на месте от удивления. Потолки и стены в доме были мраморные, мебель из черного дерева, украшенного золотом и драгоценными камнями. Поставив корзину с капустой, Якоб собрался уходить. «Постой! Я хочу наградить тебя за послушание. Я сварю тебе такой суп, что ты его до смерти не забудешь. Поешь его и станешь такой же красивой, как я. Будешь хорошим поваром. Надо же тебе знать какое-то ремесло». Якоб поел суп и крепко уснул. Ему приснилось, что сначала он был чистильщиком обуви, через год он вылавливал пылинки из солнечного луча, просеивал их сквозь сито, а потом из них пекли хлеб для старухи. Еще через год Якоб собирал в ореховой скорлупке росу старухе для питья. На 5-й год Якоб стал работать на кухне и прошел все должности до старшего пирожного мастера. Так Якоб прожил у старухи 7 лет. Однажды она приказала приготовить ей курицу. Якобу для этого понадобились травы, и он пошел за ними в кладовую. Запах трав был таким пряным, что Якоб несколько раз чихнул и проснулся. Ой, ух ты! Он выбежал из дома и поспешил скорее к матери. На улицах толпилось много народу. Все вокруг Якоба кричали: Смотрите, какой карлик! «А какой у него длинный нос! А руки до пяток!» Якоб еле добрался до рынка. Ханна сидела молча, подперев рукой щеку. Якоб подкрался к ней сзади, положил руку на плечо и спросил: «Мама, ты на меня не сердишься?» Ханна обернулась и вскрикнула от ужаса: «Что тебе нужно, страшный карлик? Я не терплю таких шуток!» «Почему ты гонишь меня, матушка? Я ведь твой сын!» Испуганно сказал Якоб. Как ты смеешь шутить над ее горем? Ее сына украли 7 лет назад.
убирайся! Убирайся! А не то мы поколотим тебя! Да! Принялись ругать Якоба торговки. Бедный Якоб не знал, что подумать. Он побрел с рынка и решил пойти к отцу. Добрый вечер, хозяин! Сказал Якоб и вошел в лавку. Как у вас идут дела? Работа совсем не ладится, сударь. Мне уже много лет, а я один. А разве у вас нет сына, который вам может помочь? Был у меня сын. 7 лет прошло, как его украли. Пришла на базар старая безобразная женщина и столько накупила, что самой не донести. Ханна и отправила с ней мальчика. 7 лет? Теперь, наконец, он понял, что с ним случилось. Как же мне жить дальше? Что делать, чтобы не умереть с голоду? Думал он. И тут он вспомнил, что научился хорошо готовить и решил поступить поваром герцогу. Начальник кухни взялся проверить его и приказал приготовить на завтрак герцогу суп с красными клёцками. О, суп получился отменный, и герцог назначил карлика помощником начальника кухни. Дать ему в год хорошую оплату. Он должен каждый день сам готовить мне завтрак, наблюдать, как стряпают обед, и заведовать моим столом. Звать его будут Карлик Нос. Якоб решил хорошо отблагодарить своего хозяина. И не только правитель страны, но и его придворные не могли нахвалиться маленьким поваром. Так Карлик Нос прожил во дворце 2 года. Как-то Якоб пошел на базар и купил 2 гусей и 1 гусыню. 2 птицы были веселы и хлопали крыльями, а гусыня сидела тихо и вздыхала. Эта гусыня больна, Подумал Якоб. как приду во дворец, сейчас же велю ее прирезать. Птица, словно разгадав его мысли, сказала: Да, ты не режь меня, заклюю тебя. Если шею мне свернешь, раньше времени умрешь. Вот чудеса! Вы, оказывается, умеете говорить, госпожа гусыня! Готов спорить, что вы не всегда ходили в гусиных перьях. Да, я не родилась птицей. Никто не думал, что Мими, дочь великого Ветербока, кончит жизнь под ножом повара. Га-га-га. Не беспокойтесь, дорогая Мими. Вы будете жить в прекрасной клетке у меня в комнате, и я стану кормить вас и разговаривать с вами. А другим поварам скажу, что откармливаю гуся особыми травами для самого герцога. Я придумаю, как выпустить вас на волю. Мими рассказала Якобу, что ее заколдовала старая колдунья, с которой когда-то поссорился ее отец, знаменитый волшебник Веттербок. Карлик тоже рассказал Мими о себе, и Мими сказала: Я думаю, что старуха заколдовала тебя волшебной травкой, которую она положила в суп. Если ты найдешь и понюхаешь ее, снова станешь таким же, как был прежде. А к герцогу между тем приехал в гости один князь. Герцог очень хотел похвастаться своим поваром. Герцог позвал Карлика Носа и велел приготовить ему королевский пирог. Чтобы пирог королевы завтра был на столе. Приказал герцог. Карлик вернулся в комнату и расплакался. О чем ты плачешь, Якоб? Спросила Мими, и когда Якоб рассказал ей про пирог королевы, сказала: Вытри слезы и не огорчайся. Этот пирог часто подавали у нас дома, и я, кажется, помню, как его надо печь. Карлик Нос принялся печь пирог и прямо из печи подал его к столу.
Дурное кушанье, но только ему далеко до пирога королевы. Сказал князь. Скверный карлик! Закричал герцог. Как ты смел опозорить меня? Господин, я испек пирог, как полагается. Скажите, чего не хватает в этом пироге? Чем он вам так не понравился? В нем не хватает травки «Чихай на здоровье», которую у вас никто не знает. Ответил князь со смехом. Тебе не испечь этого пирога так, как его печет мой повар. Даю тебе 24 часа, чтобы испечь пирог. Приказал герцог. Бедный карлик вернулся к себе и пожаловался гусыне на свое горе. Я помогу тебе. Есть где-нибудь около дворца старые каштаны? Спросила Мими. В саду, недалеко отсюда, растет несколько каштанов. Радостно закричал карлик. Якоб вынес Мими в сад, и они начали поиски. Долго они искали, и, наконец, под старым каштаном Мими замахала крыльями Га-га-га-га-га-га-га-га-га. и даже подскочила от радости. Она быстро сорвала какой-то цветок и протянула его Якобу. Это, кажется, тот самый цветок, который превратил меня в карлика. Дай-ка я его понюхаю. Подожди немножко. Возьми с собой пучок этой травы. Вернись в комнату, собери деньги и все, что нажил, пока служил у герцога. А потом мы испробуем силу этой травки. Сказала Мими. Якоб послушался, а когда сунул свой длинный нос в цветы, его суставы затрещали, шея вытянулась, голова поднялась из плеч, а ноги стали длинными. Он стал такой же, как все люди. Га, какой ты красивый! Я хочу отблагодарить тебя. Мы поедем к твоему отцу, и он тебя расколдует. Сказал Якоб. Они покинули дворец и отправились к Веттербоку. Волшебник сразу снял чары с Мими и дал Якобу много денег и подарков. Якоб вернулся в свой родной город. Отец и мать с радостью встретили ненаглядного сына и зажили счастливо все вместе.